إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь достоинство 10 ночей месяца Рамадана, ее особенности. Дорогие верующие, мусульмане должны заходить в Рамадан, как мы до этого сказали, без злобы, без многобожия, без злобы, без ненависти, без презрения, без унижения. Других должны заходить должны Рамадан. Но однако, как некоторые невежественные люди, быть может, они простые мусульмане, быть может быть, они знающие мусульмане, если они не отдают права других, то их Рамадан Аллах не принимает. Аллах послал аятах, то есть сурат Коране, в суратах, много аятов говорится: «Вакимис салата ли зикри». Выставляйте намаз для поминаний. И также Рамадан мы делаем, постимся, поминание Аллаха. Это является зикр, это ибада. И ибада Аллах коротко сказал, о своих правах Аллах сказал коротко и ясно, четко и ясно. Но в правах людей Аллах Субхану ва Тааля послал, имеется в виду, самый большой аят Суратуль Бакари. Суратуль Бакара, сура Корова. Вторая сура в Коране, самый большой аят про долг, про права людей Аллах Субхану ва Тааля говорит больше. Почему? Потому что Аллах может тебе простить свои права, кроме ширка, кроме многобожия, неверия. Однако, в правах людей Аллах оставил людям. В правах людей Аллах оставил людям. Быть может, человек взял чужое имущество. Или, быть может, человек взял чужой голос. Быть может, человек стал деспотом, взяв чужой голос. Поэтому Аллах не дает такому народу победу. Тот, кто не советуется, когда нужно советоваться с мусульманами, нужно советоваться с мусульманами. Когда нужно советоваться специалистами, нужно советоваться с специалистами. Пророк, саллаллаху саллям, когда касался дела газавата, общественных дел, посланник, саллаллаху саллям, собирал всех людей. И даже было такое мнение, дорогие верующие, мнение сподвижников молодых. Посланник, саллаллаху саллям, уступил, взял мнение молодых. То есть это мнение более подобающее, лучшее было, чем старших. То есть обороняться, чем в Медине, лучше обороняться за Мединой. И так бывает, посланник, саллаллаху саллям, советовался с Абу Бакром Умаром в политических вопросах. Также посланник, саллаллаху саллям, советовался в семейных вопросах с Али и Зайдом, радийаллаху анхума. То есть, что получается, дорогие верующие? Будучи посланником, саллаллаху алейхи саллям, он не оставлял совет. Но когда мусульмане еще не созрели, кроме как поклонения у себя в мечетях, они думают, что они стали политиками. Они думают, что они стали главными для мусульман. Они не могут стать главными для мусульман, потому что они не созрели. Виды поклонения Аллах не принимает, если посягает на чужое право. Когда мусульмане хотели в Медине после смерти пророка, саллаллаху саллям, разделить мусульман, Абу Бакр Сиддик, радийаллаху анху, стал он опорой для ислама. Когда один сказал, один будет из нас главный для мухаджиру, один будет для ансаров. Хотели разделить мусульман. Как сегодня любят разделить мусульман на разные, не будем называть имена. Этот такой-то, этот сякой-то. Мусульманин, он мусульманин. Мусульманин, он мусульманин.
Есть те, кто нарушает, превышает свои полномочия. Не имеет права мусульмане превышать полномочия. Не имеет права посягать на чужие права. Не принимаются твои виды поклонения. Сейчас мы заходим в 10 священные ночи Рамадана. Еще люди не раскаялись. Еще многие люди не раскаялись в правах людей. Аллах говорит в Коране. Коран является, как говорится, бальзам на душу. Бальзам на душу лечит больных людей, у кого больные сердца. Но мертвые сердца Коран не лечит. Тот стал куфры и ширки. Аллах не лечит его, потому что он полностью должен раскаяться. И Аллах говорит в Коране: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Суру Нахли Аллах говорит: если вы будете перечислять благо Аллаха, то не сможете их перечислить. Брат Ухсуха. Инна Аллах, поистине Аллах является прощающим и милующим, говорит Аллах. Нузуль Коран, Аллах посылал Коран последние 10 ночей, дорогие верующие. Сегодня мы находимся 14-й день Рамадана. Итак, почему рассказываю, чтобы приготовились на 10 ночей? Аллах послал Коран, ночь предопределения Лайлатуль Кадр. И Аллах сказал в Суратуль Кадре: «Инна анзальнаху фи лейлатиль кадр». Мы его не спаслали, Коран, ночь предопределения. Ночь предопределения, священная ночь стала. Месяц стал священным из-за того, что Аллах послал свою речь, и именно месяц Рамадан послал. Люди становятся священными, когда они становятся носителями Корана. Люди. Пророк стал, саллаллаху алейхи вассалям, пророком, посланником. Почему? Потому что Аллах его избрал. А теперь его последователи становятся священными, когда они становятся носителями Корана. Итак, дорогие верующие, в другом аяте Аллах сказал: «Инна анзальнаху фи лейлати мубарака, инна кунна мундирин». Мы его не спаслали, Коран, говорит Аллах, ночь баракатный, благословенную ночь. Благословенная ночь. Место, куда был ниспослан Коран, стало благословенное, Мекка стала благословенная. Там, где касается Коран, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, становится благословенной, дорогие верующие, баракатно. Фи лейляти мубарака, инна кунна мундирин, говорит Аллах. Мы являемся оповещевателями, то есть предостерегающим вас от ада, от наказания Аллаха. Если вы отвернетесь от Корана и Сунны, будет наказание после того, как мы узнали. Это является из больших достоинств эта ночь, дорогие верующие, и эти 10 ночей. Аллах послал этот свет и осветил всю землю. Люди находились во тьме, дорогие верующие. Люди были во тьме, как персы, как арабы, как Рим, как греки и тому подобные народы были во тьме. Люди находились во тьме. Легко убивали детей. Рабство было рабством. Рабство было. Пришел ислам и урегулировал этот вопрос. Рабство у людей это нормально было. То есть халяльно было для людей. Халяльно имеется в виду что? Рабство до сих пор не отменено исламом. Однако ислам боролся против рабства каким методом? Выкупая рабов. Усман бин Аффан каждую пятницу освобождал. Аллах в Коране, сурат Тауби, говоря о закате, говорит: «Вафиррикаби, освободите рабов от рабства». То есть закат стал фардом, фард. Освободить раба от рабства тоже стало фард теперь. Для кого? Для мусульман. Какой раб? Тот, кто хочет жить в колонии, или, скажем, в рабстве, они остаются в рабстве. Так как сказал один из лидеров, или полководцев, генералов: тот, кто желает рабства, хочет быть в рабстве, тот заслуживает 2 раза рабства. Мукатиб раб только освобождается. А тот, кто хочет быть подкаблучником рабов,
его оставляет в рабстве. Ему не дают из заката. Ему не дают, потому что если ты его освободишь, он погубит сам себя. Он не может жить самостоятельно. Он привык быть зависим только. Это называется рабство. Ты должен быть самостоятельным. И так дальше. Ислам пришел, освобождая женщин от насилия. Женщина была вещью для людей. Ислам это стер. В 5 суратах Корана Аллах защищает права женщин. Итак, дорогие верующие, Ислам пришел, Коран пришел, шифа лима фи суду, лечит то, что у нас в сердцах. Ислам пришел, Коран пришел, рахматан лиль аламин, милостью для миров, дорогие верующие. ومن خصائص هذه 10 الأواخر ومن خصائص из особенностей этих 10 ночей, ночь предопределения, дорогие верующие, оно является, то есть поклонение в эту ночь является великим поклонением. Аллах в Коране сказал, эта ночь является лучше, чем 1000 месяцев. И поклонение в нем является лучшим поклонением, ночь предопределения, дорогие верующие. Подобие, как будто человек поклонялся 83 года и 4 месяца. Если ты достиг эту ночь, ночь предопределения, как будто ты поклонялся 83 года и 4 месяца. И Аллах послал такие аяты, «Инна анзальнаху фи лейлатил кадр». И мы его не спаслали, Коран, ночь предопределения. «Вама адрака ма лейлатул кадр». Откуда ты знаешь, что такое ночь предопределения, говорит Аллах. Мы же не можем знать, что такое ночь предопределения, если сам Аллах не ознакомит нас с этой ночью. И дальше Аллах говорит, «Лейлатул кадри». «Вама адрака ма лейлатул кадр». «Лейлатул кадри хайру мин альфи шахр». Эта ночь лучше, чем 1000 месяцев. И больше, конечно. «Таназзалу малаика». И Аллах описывает подробности. Мы же не знаем сокровенные вопросы. Мы верим в существование Аллаха, верим. Мы верим в атрибуты Аллаха, верим. Имена верим. Также ночь предопределения мы верим. И то, что Аллах нам сообщает, мы верим. Это верующие люди верят. А искажающие, заблудшие, они заблуждаются. Неверующие не верят. И так Аллах говорит, описывая эту ночь, «Таназзалул малаика». В ночь предопределения спускаются ангелы. Кто спускается? Ангелы спускаются. «Варруху фиха». И ангел Джибриль, самый главный ангел из ангелов. Самый главный ангел Джибриль. Почему он главным стал? Скажите мне, пожалуйста, почему он стал главным? Потому что он отвечает за откровение. Тот, кто отвечает за откровение, дорогие верующие, он был кавиюн амин, был сильным и честным ангел Джибриль. И он стал главным ангелом. И с ним приходят другие ангелы вместе с Джибрилем. На землю приходит ночь предопределения. Люди, когда приходит президент, все стараются. А когда приходит ангел Джибриль, вместе с ангелами ночь предопределения, сколько мы видим людей в мечетях последние 10 ночей. Мечети должны быть переполнены людьми. Мечети должны быть переполнены людьми. Ждут они кого? Ангела Джибриля вместе с ангелами. Ждут они принятия и поклонения у Аллаха. Но когда приходит президент, только особые люди заходят. Заходят только особые. Многие позабывали, что они мусульмане. Я не упрекаю кого-то лично. Это общим. То есть творение возвеличивают некоторые люди больше, чем самого Создателя, Господа миров. И поэтому Господь сказал, уляма, я извиняюсь, не буду говорить много ученых, оставляем их. Итак, дорогие верующие, ангел Джибриль приходит вместе с ангелами. Биидни роббихим, с соизволения Господа, Аллах их посылает на землю. Собрать наши деяния, раздать нам пропитание, раздать нам наш удел. А если мы спим в это время, последние 10 ночей,
Тогда мы прозевали, дорогие верующие. Биидни Rabbi мин кулли амр, с каждым делом, которое было приказано, они приходят. Саламун хи хатта матла аль-фаджр. Эта ночь бывает блаженным ночью, то есть спокойной ночью. И бывает такое, когда солнце поднимается, зари не видно солнце, исчезает. Почему, говорят ученые? Да потому что слишком много ангелов пришло, они просто закрыли своими крыльями эти зари солнца. Поэтому бывает такая спокойная и также без лучей бывает ночь. Итак, из особенностей, достоинства этих ночей является первое, что Аллах Субхану ва Та'аля, как нам сказал, «Инна анзальнау фи лейлатил кадр». Эта ночь стала особенной. Почему? Потому что Аллах послал Коран, свою речь, свое слово послал в ночь предопределения. Второе достоинство фи хади лейля юфраку куллу амрин хаким. Аллах распределяет наши уделы в эту ночь, ночь предопределения. Свои мудрые решения Аллах распределяет через кого? Ангела Джибриля и ангелами. Ай юфсалу мин лаухиль махфузи ма хуа каинин фи сана. Из лаухиль махфуза. Лаухиль махфуз — это небесные скрижали. Небесный, как говорится, да, журнал. А там записаны наши дела, наш ризк, наш удел. Если люди спят в это время, когда ангелы приходят, ты прозевал, ты выбрал дунья над раем, ты опоздал. Дальше. Миналь арзаки, валь аджали, валь хайри, валь шарри, как мы перечислили, добро и зло, ризк твой, также твой срок, то время распределяется. Есть распределение изначально, предопределение Аллаха. А есть каждый год распределение. Это лейлатуль кадр. Дальше третье. Ма ядулля алейхи истифам. То есть вопросительное возвеличивание. Лихали лейля фи каули субхана. Аллах сказал: «Вама адрака ма лейлатуль кадр». Откуда ты знаешь, что такое ночь предопределения? Это даже достаточно, если Аллах таким образом возвеличивает эту ночь. Дальше другое достоинство и особенность этой ночи. Инна анзальнау фи лейлатил мубарака. То есть эта ночь какая стала она? Благословенная, баракатная ночь. Хочешь бараката благословений? Работай над собой, брат, баракаллаху фик. Пятое достоинство. Анна хади лейла хайру мин альфи шахр. Эта ночь лучше 1000 ночей. Мы перечисляем особенность достоинства. Шестое теперь. Ангелы приходят, вместе с ними приходит кто еще? Приходит ангел Джибриль. Ночь предопределения. Эти ангелы приходят чем? Только баракатом, благословением и добром. Не прозевай, опять же повторяюсь. Шестое. Седьмое достоинство. Аннахади лейля саламун. Эта ночь бывает, как говорится, мирная, блаженная, благословенная, пока не восходит солнце. Ликасрати саламати фиха мин икаби. Не будет такого много наказания. Ночь предопределения. Азаба не будет такого. Бима якуму бихиль абду мин таати Аллахи азза ваджаль. За то, что рабы Аллаха становятся покорными Аллаху. Когда люди останавливают свои преступления, меняется мир. Понимаете? Когда люди покорны Аллаху, тогда меняется мир. Тогда блаженство бывает у людей. Как во время Исы, когда будут шариатские законы, главенствовать над людьми, будет править Иса, алейхиссалям, будет блаженство. Фрукты будут большие, баракат будет большой просто-напросто. Ризк будет большим размерами. Граната только одна, под его кожурой можно стать 9 человек, чтобы стали. Почему? Потому что люди будут жить под законами Аллаха. Когда люди берегут закон Аллаха, покорные Аллаху, в законах Аллаха, больше бараката бывает. Как пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакру, другим сподвижникам: «Я Расулуллах, когда мы бываем у тебя и уходим от тебя домой, мы забываем много о чем? Об исламе. Дунья, дети, жена просит, дети просят». Он сказал: если бы вы были бы, как у меня на улице дома, то ангелы приходили бы и здоровались к вам, с вами на улице. На улице здоровались бы с вами ангелы до такой степени. Как вы у меня были бы,
также на улице, также у себя дома. Кому он говорит? Сподвижникам, ради Аллаху анхум, обещанный рай им. Аллах сказал, что ими доволен. И также бывает, машаллах, мечеть приходит как ангелы. Когда уходят, так уже некоторые не контролируют себя. Мы должны контролировать себя, напоминать каждый раз. Каждую пятницу, каждый раз 5 намазов напоминать себе. Итак, дорогие верующие. 8 теперь. «Анна ман камаха имана вахтисабан». Тот, кто станет ночь предопределения. Эти 10 ночей мы ищем его, да? 10 ночей последний месяц Рамадан. Тот, кто верит в эту ночь, контролируя себя надеждой, что Аллах Субхану ва Тааля примет твои поклонения. Аллах даст тебе за это награду. «Гуфри лаху ма такаддама мин дамби». Аллах простит тебе за прошлые грехи. Вот это ночь предопределения. Выставляя его, если человек стоит, тогда ему такая награда. В хадисе Бухари Муслима приводится. 9 теперь достоинство. «Анна ман адрака вачтада фиха ibtigaa мардатилля». Тот, кто усердствовал ночь предопределений, желая довольства Аллаха. «Ваман харрама факад харрума аль-хайра кулля». А если ты не смог этого сделать, не искал ты, не поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, не смог ты это сделать, значит ты из лишенных блага. Ты лишился блага. Некоторые предпочитают свою работу над Рамаданом. Я не говорю днем не работать. Ночь предопределения. Брат, возьми отпуск, возьми выходные. Ночь предопределения. 8 с чем-то лет поклонений, 83 года, 4 месяца. Ночь предопределения. Возьми выходной. Может быть, станешь в выигрыше. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: «Атакум Рамадан, шахрун мубарак». Пришел вам Рамадан, благословенный он месяц. «Фарад Аллаху азза ва джалля алейкум сияма». Аллах обязал вас постами, сказал. «Туфтау фи абуабуль джанна». Открываются двери рая, закрываются двери ада, сказал. «Ва туглаку фи абуабуль джахим». «Ва тугаллу фи марадату шаятин». Заковываются шайтаны, бунтари в эту ночь. То есть ночь Рамадан, месяц Рамадан. «Лилляхи фи лейлату хайру мин альфи шар». У Аллаха есть ночь Рамадан лучше, чем 1000 месяцев. «Ман харума хайруа факад харума». Если он лишился, значит он стал лишенным. Поэтому задумайтесь, хадис приводится в Насаи, достоверный хадис. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Дахала Рамадан, факала Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям». Пришел Рамадан теперь. И сказал он: «Инна хада шахр кад хадаракум». Пришел месяц Рамадан. В нем есть ночь, сказал он, лучше, чем 1000 месяцев. «Ман харумаха факад харума аль-хайра кулля». Тот, кто лишился, тот лишился всего блага. Тот, кто лишился ночи предопределений, тот лишился блага, всего блага. «Вала яхруму хайра илля махрум». Не бывает лишенных, кроме лишенного. Оставь работу. Оставь много чего, свой дорогой брат. Займись вечным. Вечным то, что ты найдешь. 10 теперь. Я не говорю полностью работу оставить. Сезон поклонения. 10 достоинство. «Анна Аллаха анзала фи фадлиха суратун камиля». Аллах послал целую суру достоинству ночи предопределения. Из особенностей этой ночи является, что посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, делал ичтихад. Что он делал? Аиша приводит, ради Аллаху анха, трудился над собой, имеется в виду. «Кана набию, саллаллаху алейхи ва саллям, ида дахал аль-ашр ахья лейля, ва айказа ахля, ва джадда, ва шадда аль-мизар». Когда ночь, то есть 10 ночей, когда наступали, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, оживлял их. «Ва айказа ахля», будил свою семью. «Ида дахал аль-ашр», 10 ночей, оживлял он ночи, будил семью свою. И также он трудился над собой. Хадис Бухари Муслима. Также Аиша, ради Аллаху анха, приводит: «Кана Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, яджтаду фи аль-ашр аль-авахир, ма ла яджтаду фи гайри». Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, 10 ночей Рамадана, последние, трудился над собой, поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Такого он не делал, как в эти ночи, другие ночи он не делал, другие месяца. Итак, дорогие верующие, ее особенности 10 ночей является и'тикаф. «Вахия лузумуль масджиди ли та'атилля». Это
быть в мечети, не выходя, если есть условия, конечно, еда, там, питье, все для омовения, тогда не выходя. Если нету, тогда можно выходить, покушать, попить и также для нужды. Ваулузумуль масджиды, быть в мечети, если ты даже не бываешь полностью весь день или 10 ночей, хоть час сделай намерение сидеть в мечети. Научи себе ждать в мечети, поминая Аллаха, делая дуа. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Аллах Сурат Аль-Бакара сказал: не имейте отношений со своими женами, будучи и'тикафе в мечети. Итак, Аиша радиаллаху анха сказала: «Кана я'такифу аль-ашр аль-авахир мин Рамадан, хатта таваффаху». Посланник, саллаллаху салям, делал 10, то есть этих ночей и'тикафа в мечети, пока Аллах его не забрал. Сумма и'такафа азваджу, потом после него его жены делали и'тикаф, как приводится в хадисе Бухари Муслима. Также Абу Хурайра приводит хадис посланника, саллаллаху салям: «Кана набию, саллаллаху салям, я'такиф фи кулли Рамадан 10 аям». Посланник, саллаллаху салям, делал и'тикаф 10 ночей, то есть последние 10 ночей в Рамадане. «Фаламма кана аль-ааму аллади кубида фих», когда он покидал этот год, то есть его год смерти, и'такафа 20 йоман, он сделал и'тикаф 20 ночей. Хадис приводится имам Бухари. Итак, дорогие верующие, также посланник Аллаха: «Ман кана и'такафа ма'и фалья'такиф 10 авахир». Тот, кто хочет делать, пусть он делает и'тикаф 10 ночей, он сказал: «Фахад ра'иту хади лейля, сумма анситуха». Я видел эту ночь, однако я позабыл, какой день имеется в виду, какой день именно бывает лейлатуль кадр. «Фальтамисуа фил ашр аль-авахир», ищите его 10 ночей, сказал посланник, саллаллаху салям. «Вальтамисуа фи кулли витрин», также ищите ночь предопределения, именно нечетные дни, сказал посланник, саллаллаху салям. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы мы достигли ночи предопределения. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы мы поклонялись ночи предопределения. Просим Аллаха субхану ва та'аля здоровья нам, чтобы мы поклонялись ночи предопределения. Просим Аллаха субхану ва та'аля принятия наших видов поклонений. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Аллах помиловал нас, простил нас и принял наши виды поклонений. Просим Аллаха субхану ва та'аля простить нашим всем братьям и сестрам. Просим Аллаха субхану ва та'аля наставить заблудших на прямой путь. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, победу мусульманам, дорогие верующие, победу притесненным народам, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва та'аля унижение тиранам. Просим Аллаха субхану ва та'аля священные дни, унижение тиранам, как они унижают слабые народы. Просим Аллаха субхану ва та'аля нам милости, прощения, рая, фирдаусуль а'ля, дорогие верующие. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والربانيين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنت أقم الصلاة.